Всем здрасте. Здрасте. Я так поняла, вы все на собеседовании, правильно? Да. Сейчас я прочитаю ряд характеристик. Если все 5 подходят, то делайте шаг вперед. Ясно? Пунктуальность, умение работать в команде, коммуникабельность, многозадачность и стрессоустойчивость. Все можете идти. Свободны. Да-да-да. На выход, на выход. Все, идите. А те, кто сам заполнял резюме и не скачивал все из интернета, прошу. Да не, я не на собеседование, я просто с другом пришел. Когда все это закончится? Айба! Давай. Да бей, куда ты отдаешь? Бла-бла. Бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Бла-бла. Что ты говоришь вообще? Бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. 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 Бла-бла. Аджан, я не понимаю, что ты говоришь, если честно. Бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Бла. Бла-бла-бла. 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 Бла-бла-бла-бла-бла. Ты посиди, я сейчас кое-куда схожу, мне надо сходить кое-куда. Бла-бла. Сейчас я подойду, подожди. Бла-бла-бла. Бла-бла. Сейчас. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Алло. Алло, Ильга, брат, срочно выручай, у меня жена с ума сошла. Она вместо слов говорит бла-бла-бла. Что делать? Ну, тут теперь ничего не поделаешь уже. В смысле? Ну, вы же год женаты. Примерно через год такая фигня и начинается. И что делать? Да не парься, нормально. Через неделю начнешь ее понимать. Точно? Да, точно, давай. Все хорошо, давай. Бла-бла-бла. Да это коллега по работе звонил. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да я ж тебе говорил, как мне шеф отпуск даст, сразу полетим. Бла-бла. Точно. Бла. Бла. Я тебя тоже люблю. Бла-бла-бла. Мои родители учили меня, что в жизни недостаточно просто посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Куда важнее создать крепкую и дружную семью, где любовь и забота дадут уверенность в завтрашнем дне, а крепкое плечо всегда поддержит в нужный момент. Вот уже 20 лет мы с вами. БТА-банк. Вместе к успеху. Ассаламу алейкум, братан. Алейкум ассалам. Сержант Шамшиев. Че, нарушаем, да? Да, нарушаем, братан. Давай, может, как-нибудь без оформления, на месте разберемся.
1000 сомов. Че? 1000 сомов? Да много это, братан. Давай чуть меньше. Какой поменьше? Давай 1000, говорю. Давай, ни тебе, ни мне, братан. 700, а? Вот ты что торгуешься, не мог понять, а? Ты что торгуешься? Да работа такая у меня, братан. И у меня такая работа, поэтому давай 1000. Да, братан, да я только что вышел на работу. Сейчас, если тебе много отдам, я ж за целый день ничего не заработаю. Даже примета такая есть. Ты первый, кого я остановил, понимаешь? Если я сейчас меньше возьму, то все, день не задастся. Поэтому давай 1000 сомов. Это дорого 1000, братан. Все. Стой, ты куда? Че, один гаишник, что ли? Я вон лучше с твоим коллегой договорюсь. Давай. 900, да? Поздно уже. Так, стой, подожди. Хорошо, давай, как договаривались? Ни тебе, ни мне. 700. Братан, 500 сомов и ни сома больше. Как так и 500? Ты понимаешь, нужно детей кормить. Бензин дорожает, должен сейчас заправиться. Братан, так-то мне же тоже нужно заправиться. Давай 500. Ладно, давай 500. Ну вот. На, братан. У меня сдачи не будет. Братан, ну ты когда на работу выходишь, разменял бы хотя бы, ну, я не знаю. Давай сейчас в магазин съездим, там разменяем, а? Хорошо, поехали только на твоей. Не, на моей не получится. Там оформляют. Давай на твоей. Ладно, садись, стольник. Да какой стольник, а? Тоже недалеко. Давай по счетчику поедем. Давай по счетчику. Вы знаете, доктор, мне кажется, я впадаю в депрессию. В моей жизни стало очень мало радости. Все кажется каким-то черно-белым. Плюс я очень давно не смеялся. Что конкретно у вас случилось? Да как вам объяснить? Я очень давно не путешествовал. Эти дорогие часы, машины не приносят столько удовольствия. А эти постоянные модели рядом, с ними же совсем не о чем поговорить. И после всего этого вы впали в депрессию? Ну да. Знаете, от меня недавно ушла жена. К моему родному брату. Но мы общаемся. Ради мамы, чтобы маму не расстраивать. Я позавчера ходил на их свадьбу. С дружкой. Напился, буянил. Поехал дальше в казино, проиграл все свои деньги. Но в конце мне начала улыбаться удача. Я начал выигрывать. И тут менты обвели облаву. Я начал сопротивляться, драться с ними, срывал погоны. Меня засняли на видео и залили на YouTube. Посмотрите, врач под Спайсон, 10 000 просмотров. И после всего этого хотите сказать, ну что у вас не хватает в жизни красок? Простите, пожалуйста, доктор. Я, наверное, пойду. Подождите. У вас же были какие-то проблемы? Да по сравнению с вами у меня нет проблем. Мне стало легче. Спасибо огромное. Доктор, вы такой профессионал. От вас люди такими счастливыми выходят. Иди отсюда! И так в жизни проблем хватает, а тут еще секретарша тупая попалась.
Невозможно жить на такую пенсию. Вся в долгах. А эти все воруют и воруют. Ай, не говорите эти! Все разворовали, все! Когда дороги нормальные сделают, а? Ездить же невозможно просто, а? Да. Я с вами согласна. Вот в городе садиков не хватает. Я с работы уволилась, чтобы племянника нянчить. Да они только во время выборов обещать не умеют. А потом народ ходит, страдает из-за них. Тура да. Ахмактардан сен. Я просто Ай, тихо! Тихо! Эй, стоп! Тихо ты! Я извиняюсь, но я не депутат. Я просто толстый человек. Поэтому, пожалуйста, не смотрите на меня так косо. Ой, болды. Байке, проходите сюда. Рахмат. Баке, ну, про депутата вы согласны же, правильно? Не, ну, конечно, обидно. Уважаемые чиновники, пожалуйста, начните работать, ведь из-за вас страдают толстые и опрятные люди в костюмах. Ата-энем айткандай, жашоодо баг отургузуп, үй салып, уул чоңойтуп гана тим болбостон, ынтымактуу жана бекем үй бүлө куруу маанилүү. Үй бүлөдөгү жылуу мамиле жана камкордук эртеңки күнгө болгон ишеничибизди арттырат. Ишенер терегибиз бизди дайыма колдоп турат. 20 жылдан бери биз сиздер мененбиз. Бытаба, ийгиликке бирге. Неплохо здесь, да? Все уже давно выбрали имена для будущих детей, а ты до сих пор определиться не можешь. Мы же договорились дома это обсудить. Что ты начинаешь? К тому же я не хочу называть сына Роберт. Нормальное имя. Роберт Ищенбеков – нормальное имя. Вообще, зачем мы сюда пришли? Ты же сама хотела сюда зайти. Не, ну если ты больше не хочешь, я могу сам дома что-нибудь приготовить, чтобы ты не нервничала. Ой, я не нервничаю. К тому же, когда ты за плитой, я еще больше нервничаю. Еще раз добрый вечер. Уже выбрали что-нибудь? Да, мне просто сэндвич. Хорошо, просто Тебе сэндвич. просто сэндвич. А я что буду? У меня аппетита нет. Я ничего не хочу. Простите, это просто положение, вы сами понимаете. Да, конечно, мы все понимаем. Специально для вас у нас в заведении существует специальное меню. Да? Если хотите, могу принести. Давайте. Одну секунду. Меню для беременных. Классно, записывайте. Я буду одну порцию соленых огурцов в чесночном соусе и клубничным джемом с макаронами. Жареную картошку в карамели, мороженое со штукатуркой и колу. Зеленую, пожалуйста. Отличный выбор. Это хит сезона. Сию минуту, сейчас все принесу. Вот ваша сдача. Спасибо большое. А вам клубная карта. А что эта карта дает? Обладателю клубной карты мы предоставляем доставку на дом в любое время суток. Ой, да нет, не надо. Я, пожалуй, возьму, да, ее? Хорошо? Все, дорогая, пойдем? Пойдем. До свидания. До свидания. Приходите к нам еще. Не пойдем. Проходи. Роберт, Андрей. Так, давайте начнем пару, а начнем мы с небольшой переклички. Рыспаев. Здесь, ага. Чотонова. Здесь. Мамасалиев. Его нет, ага. Как его нет, а? Его же 4-ю пару нет. Где он сейчас шляется? Мы не знаем. Так, Чотонова, позвони-ка ему и дай мне трубку. Надо поговорить с ним. Айфон ғой. Алло, да. Алло, Айба, привет. Эйпери, ты что ли? Привет. Да, как дела у тебя, Айба? Хорошо? Отлично, нормально. Слушай, Айба, тут у нас пара, и Кирилл Садбекович тебя спрашивает, почему ты на пару не ходишь, Деп? Да чё на его пары ходить? Этот усач сам ничего не знает. И капец ты официально сказала Кениш Саидбекович. Кеша и Кеша. Ты бы Айба, за словами следил хорошо, Между прочим, Кирилл Садбекович
классный преподаватель. Айпери, ты чё, гонишь, что ли? Вспомни, сама чё говорила про него месяц назад. Что он не мужик и то, что у него изо рта воняет. Ой, да ладно я. Между прочим, он всей группе нравится. Айпери, ты чё, реально прикалываешься, что ли? Вся группа над ним угорает. Вон, Рыспаев говорит, что он вообще на бомжа похож. А этот, Абдраимов вообще хотел докладную на него написать. И только Мягковой он нравится. Да и вся группа считает, что он умственно отсталый. Ну и Айпери, мы же договаривались, что в конце разводить его будем. А за сколько? А за сколько? Ну, по 1000 каждый, как договаривались. Ой, знаешь, что я слышала? Я слышала, что теперь Кениш Саидбекович по 2000 берет с каждого студента. Да хорош. Вот же козел, а. Ну что делать? Ну давай, по 2 так по 2. Все, ладно, Айпери, пока мне доту тут докатать надо. Давай, пока. Агай, там не все правда, то, что он говорит. Он больной же, вы же знаете же, Мамасалиев, он же сам такой же. Не надо его слушать. Слушай, Так все, а? Все, я понял уже. Группа, блин. Между прочим, у вас тоже изо рта воняет. Чтоб вы знали. Ну и как вы слышали, все, завтра пары не будет. Сразу к сессии приходите. Мягкова, Да, у тебя автомат. спасибо. Ты освобождена. Все свободу, валите отсюда. Агай. Чего, Влады? Все, до свидания. Давайте еще раз пройдемся по плану. 9:15 мы с Иглой заходим в банк. 9:20. Я подхожу к черному входу и отвлекаю там охранника. 9:21. Я помогаю Суле проникнуть в сейф через вентиляцию. 9:22. Я пробираю к центральному компьютеру и отключаю центральное питание в контуре 4. Я даю сигнал малышу, он отключает камеру 1 и камеру 2. Я включаю камеру 3 и камеру 4. В это время мы с Иглой вскрываем сейф и забираем там бабки. 9:33. Мы берем бабки и уезжаем из банка. Отличный план, ребята. И прекрасная работа. Завтра без опозданий. Блин, уже 9:15. Они что, до сих пор не открыты? Да еще и написали, что с 9 до 5 работают. 15 минут, как они работать должны. Никакого уважения. Мы же свою работу делаем все-таки. Эй! Еще план составили. И что теперь делать будем, шеф? Пойдем, ладно, вечером пойдем. Вечером? Да, мы уже на подходе, готовьтесь. Полчаса еще до закрытия, Игла, надо успеть. Быстро работай. Да, шеф. Они что, закрыты уже? Да хорош, еще же есть полчаса. И что за люди вообще? Совесть потеряли. Поздно открываются, рано закрываются. Из-за таких, как они, наша страна не развивается, блин. И что нам теперь делать? А что ты сделаешь? Эту страну не изменить. Че, пойдем? Куда? Куда? Обратно на работу. Эй, как я все это успею сделать? Тебе нужна энергия. Энергия – это скорость. Энергия – это движение. Энергия – это свет. Ты кто? Я, Тесла. Зарядись, Тесла!
2017 год. По результатам переписи населения в Кыргызстане женщин больше, чем мужчин. 2070 год. В Кыргызстане наступает полный матриархат. Маратик, а что там с моим кофе? Одну секундочку, Марина Ольговна. Ваш кофе. Как и просили, 2 сахара. Что-нибудь еще? Спасибо, пока все. Хорошо, если что, я на связи. Привет, привет. Че стоишь, скучаешь? Садись, подвезу. У меня девушка есть. Да че ты? Девушка не стенка, подвинется. 2080 год. В Кыргызстане участились случаи воровства женихов. Общественность негодует. Мен қызыңарды көрелектім да. Вообще танымаймын қызыңарды, байке. Ай, жақсы қыз, біз бәріміз рашыдып келгенбіз. Кел аға, кел қалпақты. Кел. Мен сөйлескен қызым бар. Аны сүйемін. Ай, сүйі уақытынан келеді. Еш қуатыр болмай. Қарма, кел одан. Жақсы, қалпақты ке. Жақсы кел болмасын. Барын үйретіз. 2090 год. Улица Манаса переименована в улицу Каныкей. Улица Ибраимова в улицу Ибраимовой. Походу сбрил. Красавчик, куда торопимся? Домой? Ну ты подожди, поставим, поговорим с тобой, пообщаемся. Красивый такой. Не, мне домой надо. Че там, твоей маме гейлинка не нужна? Нет, не нужна. Девочки, может, хватит уже? Типа на улице не знакомимся, да? Ай, Гуевала! Как-то жүріп бұл? Че чай не наливаешь? Тілегіңді берсін. Аябай иманды жақсы бала екен. Ай, а что, Гульнарка не придет? Ой, представляешь, муж ее не отпустил. А вот подкаблучница. Ай, күйесін бірінші көргенде ше, маған жаққан емес. Ой, не говори. Башынан қармаш керек болчу да күйені. Өзінен көрсін. Айтпа. 2122 год. В Кыргызстане начинает действовать организатор «Курс-Таксум». Ты че выдумываешь? Я же тебя просто попросила мусор выкинуть. Знаю я ваш план. Иди сначала мусор выброси, потом начнете на митинги выходить за равноправие полов, да? Поэтому не буду я, иди сама выкидывай. Бесишь? И по пути что-нибудь попить возьми. Это Джаред Сити. О-о-о, Джаред Сити. О-о-о, Джаред Сити. О-о-о, Джаред Сити. Джаред Сити. Бутылин Джаред Сити. О-о-о, Джаред Сити. О-о-о, Джаред Сити. О-о-о, Джаред Сити. Джаред Сити. Не летят, и мой город ритм не теряет. Живут как хотят все, и пусть это тебя не удивляет. Здесь заведено давно, так испокон веков. Добро пожаловать в мой неспокойный дом.